Зима и стиль, мода и север, все, что олицетворяет красоту сегодня, будет представлено на Arctic Fashion Show 2021. Arctic Fashion Show было придумано и основано Варварой Филипповой. Я думаю, что то, что мы сейчас увидим, оно, конечно, будет на порядок выше, чем предыдущие годы, но и тот задел, который мы сделали во многом благодаря Варваре Филипповой, которая была руководителем этого проекта. И она действительно была еще и музой всего Arctic Fashion Show. И я думаю, что все, кто в команде, мы все до сих пор чувствуем ее поддержку, ее энергию. И этот показ, он будет посвящен памяти Варвары Филипповой, которую мы будем всегда любить и помнить. И все, что будем делать мы дальше, развивая проект на новые уровни, это то, что мы планировали с Варварой. Буквально недавно мы встречались летом в Казани и говорили о том, что нужно идти на ступеньку выше уже. Поэтому мы обязаны это сделать. Я уверена, что у нас обязательно получится. Модельер Петр Яковлев. Коллекция Варвара. Зимняя коллекция платьев для прекрасных девушек и женщин посвящена подруге дизайнера Варваре Филипповой. Коллекция рассказывает об ассоциации с русской зимой и олицетворением красавицы из любимых сказок «Варвара краса, длинная коса». Уже третий раз на нашу якутскую землю приходит такой прекрасный, интересный фестиваль, как Arctic Fashion Show. Ну и Арктический институт, один из главных организаторов этого мероприятия, от имени ректора и от себя я хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые сделали так, чтобы это красивое, яркое шоу состоялось. Но это, конечно же, во-первых, Ирина Сергеевна Высоких, министр предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Это Семен Васильевич Филиппов, супруг нашего яркого дизайнера, организатора и вдохновителя нашего конкурса Варвары Филипповой. Ну и, конечно же, все организаторы сегодняшнего проекта это Василиса Александровна Тарасова, продюсер этого мероприятия, Анастасия Даниловна Алексеева, Масин Идукин, выпускник нашего Арктического института. Ну и, конечно же, сегодня нельзя не сказать о Гале Борзовой, одной из самых известных, одним из самых известных стилистов России по версии журнала «Татлер», Розе Шайхатдаровне Ахмадеевой, ректору Казанского государственного института культуры, стилистам Кире Тарасовой, Марии Давыдовой, ну и, конечно же, всем участникам за тот профессионализм, ответственность и организацию. Модельер Лидия Григорьева с коллекцией «Тымны». Капсульная коллекция Pret-a-Porter Deluxe мужской и женской одежды «Тымны». Видение дизайнера Лидия Гри на тему холода Арктики. Сами слова «холод», «лед», «снежный кристалл» завораживают и являются многогранным источником творчества. В нем можно сочетать изделия на особый и на каждый день,
создавая образы под свой индивидуальный стиль и условия жизни. Коллекция «Дымны» подчеркивает чистоту природы Якутии, символа полюса холода, и сохраняет традиции народов Арктики. Для меня река – это символ жизни. Вдохновлялась я одеждой Севера, народов Севера. При этом современной интерпретации не в том видении, в котором мы обычно привыкли видеть, да, где большое значение играет декор, например, да, это больше конструктивизм, это больше отношение народов Арктики к потреблению, наверное, да, к тому бережному потреблению, которое требует наша Северная Земля. И коллекция это коллекция посвящена, точнее, моему новому бренду, который называется Эйкири. С юкагирского он означает «перейти на тот берег». Да? То есть это такая философская, наверное, немножко тематика. И для меня это очень волнительно, потому что я представляю свою коллекцию на Arctic Fashion Show моей подруге, организатором которого она была, автором которого она была, Варвары Филипповой. И очень сильно волнуюсь я, потому что это некая, дань для нее тоже, прежде всего. Вот, материалы использованы все инновационные, я так считаю. Да? Это, например, есть лен с напылением, то есть старалась брать натуральные материалы, но при этом обработанные так, чтобы они имели свойства синтетических, то есть защищали, например, от ветра. Да? Потому что у северных народов это очень было сильно выражено, ярко выражено защитные свойства одежды. Вот, и здесь, наверное, красной линией протекает еще вот эта тема. Бренд Эйкири Надежды Докторовой представляет коллекцию River, вдохновленную традиционной одеждой народов Арктики в современной интерпретации. Аксессуары и украшения предоставлены якутским экспортным перерабатывающим заводом Mammoth House.
Вдохновлялась я современными людьми, в особенности молодежью нашего города, потому что город у нас как бы обычный, такой серый обычный город, но в нем живут такие талантливые, амбициозные, творческие люди, и ими я и вдохновлялась. Ну, ткани у меня самые обычные. Цвета, может быть, какие-то? Цвета у меня основные это серый, чернильный и розовый. А силуэты? Силуэт у меня есть и оверсайз, и что-то платье в облигон, подчеркивающие талию, там, формы. И есть вырезы, так сказать, дерзость, вот, как наша молодежь, да. Бренд Ньюджи, модельер Нюргуяна Семенова. Коллекция вдохновлена городским ритмом. Главные герои коллекции – это молодые люди. Живя в сером городе, они хотят творить и создавать прекрасное. Украшения от дизайнера Изабеллы Павловой. Коллекция «Куяр». Создана с использованием современных материалов, кристаллов и соответствует всем современным требованиям существующих реалий. Теперь QR-код будет всегда с вами, облаченный в дизайн эксклюзивного украшения. Коллекция моя, которую мы сегодня будем показывать, она основана на гипертрофированных моделей, на оверсайзных моделей. То есть одежда, которую я делаю, я хочу, чтобы ее могли носить как и худые модели, ну, женщины и девушки, так и девушки и женщины плюс сайз. Бренд S-Grey с коллекцией «Выход в черном» от модельера Спиридонова Сергея. Каждый год Arctic Fashion Show объединяет лучших модельеров республики, чтобы привлечь внимание к актуальным проблемам и показать их решения.
Вообще я вдохновлялась этой коллекцией, когда смотрела на улицу. И на самом деле вот я жила в Москве, я жила в Твери, я была в других городах. И вот всем друзьям из других городов, когда я показывала фотографии нашей зимы, они все удивлялись, что у нас зима очень такая туманная и холодная. И я подумала то, что фишкой моей коллекции будет именно вот такая особенность нашей погоды. И вообще я хотела этой коллекцией как бы донести, вот показать именно дух вот наших всех женщин севера, потому что мы такие, что-то у нас есть такое общее, что вот мы как бы и милые, нежные, но в то же время холодные и можем быть очень такими серьезными и немножко даже, я бы сказала, такие гордыми. Потому что когда я вот общаюсь с другими девушками с юга, с центральной России, они ведут себя совсем по-другому, и у них нет вот этой вот особенности, которая есть у нас, наших женщин, как бы. Вот. И я подумала то, что я бы хотела в своей коллекции это показать и раскрыть. Надеюсь, у меня все получилось. Модельер Милена Жайсанбаева представляет коллекцию «Кристальный туман». В коллекции «Кристальный туман» отражен женский дух Арктики. Ее образ величественный, строгий, как зима, но нежный и мягкий для самых близких. Люди, способные разглядеть красоту и многогранность суровой природы Севера, это главные герои этой коллекции. Я выпускница Арктического государственного института культуры и искусств. Училась я на дизайнера костюма и принимаю участие в Arctic Fashion Show уже 3-й год. Моим наставником и научным руководителем была Филиппова Варвара Васильевна. Коллекция представляет с ней наше видение арктического региона, то, какие экологические разрушения и проблемы его окружают. И мы хотели представить его в нашей коллекции, и чтобы это было наглядно видно и при этом эстетично. И материал первая коллекция была из хлопчатой бумажной ткани, а вот вторую коллекцию, ее продолжение мы решили сделать более современной, более молодежной и решили использовать футер трехнитку. Толстовочная ткань, которую чаще использует молодежь, чтобы шить спортивные костюмы. Модельер Светлана Данилова. Название коллекции «Под белым снегом Арктики». Коллекция разработана как новое видение повседневной дизайнерской одежды для молодых людей. В основу коллекции лег материал футер. Также добавлена эксклюзивная изюминка в виде мраморной техники по ткани. Коллекция является олицетворением белой Арктики и ее грозной природы.
Модельер Ангелина Осекритова представляет коллекцию Асаткан. Коллекция платьев в этническом стиле. Асаткан – это северная легенда о девочке, озарившей тундру своим светом и ставшей символом Арктики, северным сиянием. Коллекция была создана под руководством Надежды Ивановны Тарасовой, Якутский колледж технологий и дизайна. Я вдохновлялась, как скажем, на рыбалке ходила, и увидела рыб, и подумала, что, всю жизнь мы, арктический народ, арктический народ все время выживали благодаря рыбам. Смотря на плавные движения рыб, я вдохновлялась тем, что в моих коллекциях есть чешуйки. И чешуйки были сделаны из пластика, чтобы, также экология, чтобы как-то перерабатывать пластик, в том же, перерабатывают, можно и в одежду использовать, чтобы в будущем все-таки у нас была целесообразная мода. Модельер Даяна Охлопкова представляет коллекцию «Подо льдом Арктики». Коллекция «Подо льдом Арктики» вдохновлена фауной арктических вод. Плавные линии и пестрая отделка нарядов имитируют рыб, которые издревле занимали важную роль в жизни арктического народа. Даяна – умелый мастер, которая начинала свой путь модельера под руководством Варвары Филипповой. В этом показе участвую первый раз, и для меня это волнительно. Моя коллекция называется «Созвучие». Каждое изделие описывает отдельный звук, и если вместе их собрать, то получится гармоничное сочетание, которое приносит восторг. Я создавала эту коллекцию для девушек, которые хотят быть в центре внимания, хотят быть единственной, неповторимой, и для этого я создала вот такие красивые платья. Модельер Лада Барашкова. Коллекция «Созвучие». Это дебютная работа модельера. Созвучие – это сочетание нескольких звуков разной высоты. В коллекции звуки – это изделия. По отдельности они все такие разные, но, будучи вместе, рождают свою особую гармонию. Это гармония, которая приносит радость и восторг. Задача бренда – с каждым днем создавать новые, прекрасные звуки для созвучия. В этом грандиозном проекте, как Arctic Fashion Show, я участвую уже второй год. В этом году я именно создал в этом проекте. Коллекция моя называется «Зимний пейзаж». Источником вдохновения является сам проект Arctic Fashion Show.
а также зимние мотивы, как снег, лед, туман и так далее. Модельер Евсей Иванов. Коллекция «Зимний пейзаж». Коллекция «Зимний пейзаж» – стилизованный якутский национальный костюм в стиле этно, бохо и классика. Костюмы выполнены в зимних цветах. Белый цвет олицетворяет чистоту, невинность, божественность. Серый цвет символизирует спокойствие. Голубой цвет означает воздушность, спокойствие и нежность. Источником вдохновения коллекции является зима с ее чистым морозным воздухом и белоснежным покрывалом, что укрывает землю. Модельер Ольга Неустроева. Коллекция «Якутяночка». Главная тематика коллекции – стилизация и трансформация якутской национальной одежды. Коллекция вдохновлена стилем и формами одежды конца XIX – начала XX века. Характерны основные формы, которые соблюдены в силуэтах моделей. Общий замысел коллекции подразумевает пропаганду представителям молодежи национальной культуры посредством стилизованной одежды, минимализм и акцент на деталях. Это концепция данной коллекции. Я свою новую коллекцию посвящаю Варваре. Модельер Сардана Заболоцкая. Коллекция «Хранительница вечной мерзлоты». Начиная с самой первой своей коллекции, дизайнер Сардана Заболоцкая остается верна своему неповторимому почерку, своему видению современной традиционной моды. Каждый раз это нечто новое, вдохновляющее и чарующее. Каждый раз она вводит зрителей в некий транс, где просыпается глубинное мироощущение народа Саха, наше чувство красоты, перед которой испокон веков преклонялись наши предки. Сардана чувствует моду в образе нежной и резкой весны, яркого и богатого лета, мягкой и изобильной осени, хрустальной и невинно чистой зимы. Хранительница вечной мерзлоты, хозяйка Якутии, и открывается она только избранным, только тем, кто живет в горячем сердце.
Модельер Лилиана Ермолаева-Алексеева. Коллекция Outline Clothing. Каждая модель коллекции как собирательная картина из красок якутской природы. Объемный силуэт и четкие линии создают невероятно женственные образы. Олицетворение силы женской энергии, своего рода доспехи нового времени, являющиеся отражением мощи женской ауры. Основная концепция коллекции – комфорт и свобода в движении. Широкие брюки, объемные платья и рубахи. В образах из коллекции прослеживается идея переосмысления традиций и обдумывания классических устоев, воспевания свободы самовыражения. Модельер Саргалана Москвитина. Коллекция в ритме севера. Источником вдохновения для создания коллекции в ритме севера является глухая одежда северных народов, такая как кухлянка, камлейка и малица. За основу взят традиционный бежевый цвет. Ярким элементом служит голубой цвет, который олицетворен бисерным орнаментом. Костюмы изготовлены по конструкции чукотской кухлянки. Так же, как и традиционная кухлянка, они надеваются через голову. Для такой функциональности имеются кулиски. Карманы и клапаны капюшонов закрываются с помощью пробивных железных кнопок, которые служат не только функционально, но и дополняют образ элементами орнамента. В этом году мы решили сделать коллекцию с трендом на тепло, потому что все-таки в нашу минусовую температуру, да, в нашем климате это идеальный вариант – быть в тепле и при этом оставаться женственной и красивой. Поэтому мы отдали предпочтение стеганым вещам, обязательно твидовым тканям, различным плотным материалам, но при этом дышащим, которые оставляют, да, возможность дышать кожей там, и так далее. Ну, особенность, конечно, нашей коллекции в том, чтобы девушка севера, она всегда сильная, она всегда красивая, и она всегда знает, чего хочет. Поэтому для нас это очень важно. Также наш бренд олицетворяет разных женщин. Так как мы производим вещи в Якутии, соответственно, мы всегда ориентируемся на нашу ментальность, на наши физиологические особенности. Поэтому для нас это важно, чтобы бренд Солко приносил радость каждой девушке в Якутии. Бренд Солко. Коллекция ID Code. Коллекция про современные реалии, в которых человек пытается в условиях сурового бытия проявить свою нежность и женственность. Несмотря на климатические условия, мы никогда не забываем про важность внешнего вида. На сегодняшний день одним из основных предметов гардероба якутян являются теплые спортивные вещи. Мы предлагаем стильную стеганую одежду
которая подчеркивает красоту якутских девушек. Мы участвуем в этом проекте первый год. Для нас это очень важно, так как это для нас первый такой большой масштабный показ. Мы, получается, команда, мы развиваемся в сфере музыки и теперь фэшн-индустрии. И очень рада, что сюда попали. Наша коллекция называется Upcycle Denim. Получается, наша одежда upcycling, то есть переделанная одежда из старой. Получается, у нас экологическая тема, и вся наша коллекция сделана из старых джинс. Мы выбрали именно эту ткань, потому что она такая всегда выглядит дорого, хорошо, да, и выглядит всегда аккуратно, поэтому мы решили выбрать именно деним. И наша коллекция посвящена, не посвящена, так сказать, для нас самое главное это удобство. И так как мы сами подростки, команда подростков, поэтому для нас очень важно удобство и стиль такой немного 90-е. Бренд «Атмосфера» — это группа молодых, талантливых модельеров под руководством Юлианы Винокуровой. Демонстрируется коллекция Upcycled Denim. В данное время одна из глобальных проблем — это проблема экологии. Все образы коллекции созданы из старых джинс. Для модельеров очень важен комфорт, а деним считается эталоном комфорта. Джинсовая ткань износостойкая, теплозащитная и практически не мнется. Выглядит она всегда красиво и дорого. Я сам по себе очень сильно всю жизнь любил ярко выглядеть и одеваться. Я не обращал внимания на то, в каком отделе, в женском или мужском я вещи находил. Просто я видел вещь, я примерял ее, если она подходила, то, соответственно, я ее выкупал. Вот. И в прошлом году очень сильно был таким воодушевленным зрителем, вдохновился, и в этом году решил не сидеть в стороне. Сразу первую коллекцию, что пришло на ум, что я хотел показать в этой коллекции, сделал по одному элементу, сфоткал, заявку отправил, меня одобрили, и только после этого я начал полноценные луки подбирать и подбирать своих моделей. Вот. Коллекция называется Colors of Bears, это цвета берза. Берз от моей фамилии Берзюков. Вот. И в моей коллекции представлены цвета такие, как зеленый, оранжевый, кремовый и черный. Зеленый и оранжевый это олицетворение, немного связанное с природой. Трава и солнце, которое всегда есть. И если это всегда есть, то в трендах, в каких-нибудь тенденциях они всегда присутствуют. Прошлое лето показало, что зеленый цвет во всех его проявлениях, оттенках, он очень выигрышно выглядит. Вот. Ну, как и кремовый и черный, это базовые оттенки. Вот. И основная идея и концепция моей коллекции, она централизована на понятии безгендерной моды. То есть
В нашей республике, в стране и вообще по всему миру очень сильно притесняется мужское общество моделей, стилистов и вообще всех тех, которые в этом русле занимаются. Вот. И моя миссия такова, чтобы сломать стереотипы, чтобы парни при желании могли выглядеть красиво. Я не говорю надевать юбки, я не говорю нелепо выглядеть. Красиво можно выглядеть абсолютно в любом стиле, если правильно подобрать вещи. Бренд Bears Fits. Коллекция Colors of Bears от модельера Александра Берзюкова. Коллекция дизайнерских жакетов, отличающихся характером и смешением текстур. Зеленый и желтый – цвета, которые всегда есть в природе, так же, как трава и солнце. Одновременно это означает и то, что эти цвета актуальны для жизни на все сезоны. Естественно, точно так же, как бежевый и черный. Бренд несет идею безгендерной моды, моды, доступной всем. Стиль предназначен не только для женской половины, стиль которого достоин каждый, кто хочет быть собой. Модельер Эркин Попов представляет коллекцию «Экологичная Арктика». Любая старая, забытая вами вещь может обрести вторую жизнь. Вместо того, чтобы выбрасывать одежду в мусор, ее можно преобразить под современный стиль. Ведь каждая вещь, которая будет выброшена вами, может нанести огромный ущерб нашей природе. И благодаря такому явлению, как апсайклинг, мы можем уменьшить этот ущерб и внедрить понятие осознанной моды человечества. В Arctic Fashion Show в этом году я участвую с коллекциями «Легенда». Это изделия из бивня мамонта с использованием бархата, кожи, кристаллов. И коллекция вторая называется «Куяр».
У нас сейчас актуальная тема QR-кодов, поэтому я придумала такую коллекцию, где QR-код будет всегда с нами вместе с украшениями, в украшениях. Модельер Дора Николаева. Коллекция «Безграничность». Будущее принадлежит тем, кто наделен космической энергией, яркой силой и любит путешествовать. Откройте для себя коллекцию «Безграничность» от Доры Николаевой. Примерь образ от Доры Николаевой и гордись тем, кто ты есть. Традиция и современность, уникальность бивня мамонта, стиль и роскошь, блеск кристаллов и благородство серебра – это коллекция «Легенда» от Изабеллы Павловой. Модельер Марфа Федорова представляет коллекцию Mid Season. That everyone wants, and give it to me and name it after me, and promise to love me even when I break your heart, even when I try to destroy it. Because even though I don't believe in all this, sometimes things are true whether you believe in them or not. Моя коллекция называется «Элин». Посещается мужчинам и якутским, потому что снаружи они такие холодные, брутальные, а внутри они на самом деле сентиментальные и мягкие. Поэтому вот я сделала
ручную роспись именно якутских цветов. Модельер Изабелла Дардосова представляет мужскую коллекцию «Илин». Коллекция передает интересный контраст. Суровость и сила в своем внешнем проявлении и внутренняя теплота и яркость, которые скрываются под этой, казалось бы, холодной оболочкой. Каждый наряд содержит в себе готичные тона снаружи и яркие внутри. Все образы продуманы так, чтобы характеризовать внутреннее тепло и сентиментальность. Коллекция состоит из демисезонных плащей, материалы эко-кожа и плащевые ткани с элементами пэтчворк, декоративными цепями, молниями и люверсами, рубашки в якутской стилизации ручной авторской росписи, брюки классические из натуральных тканей, сумки от бренда «Морал» по эскизам модельера. Бренд «Заза» был основан в Санкт-Петербурге дизайнером Александра Корякина. И бренду больше 10 лет, и он постоянный участник Mercedes-Benz Fashion Week Russia, и также он участвовал во многих там зарубежных показах. И также у бренда «Заза» есть красный, ну, как бы по мне, вот по моему видению, вот то, что красная нить — это тема экологии. Это, конечно, цветочные мотивы, природа, экология, и также вот в этом сезоне она представила серию, коллекцию «Я чистый мир», где представлены лепестки, это бутафория из лепестков, не бутафория, а, как сказать, это бутоны на голове, и также на принтах также вот цветочные принты, лепестки. Бренд «Заза», коллекция «Я чистый мир», модельер Александра Корякина. Концепция сезона «Весна-лето» про внутренний мир. Ведь каждый человек неповторим, как и сама природа. И, несомненно, очень важно и нужно, чтобы эта красота не угасала с течением времени. Наша цель, как главных обитателей нашей планеты, сохранить этот мир. Коллекция содержит намек на то, что каждый человек должен привносить прекрасное в мир именно с себя. Ведь прежде всего человек сам должен быть чист по отношению к себе и к своему окружению. Тогда наступит полная экологичность в отношениях, и мир будет без агрессии. То, что мы видим сегодня на подиуме, действительно очень и очень достойно. Якутские дизайнеры действительно делают свои коллекции в соответствии с международными трендами, которые есть на мировом уровне. Поэтому мне кажется, что очень многие из заявленных сегодня дизайнеров действительно могут представлять нашу республику и на российском, и на международном уровне. Бренд Варвара Филиппова. Коллекция Arctic Fashion.
Коллекция посвящена проблеме таяния льдов и экологии в целом с неизменным видением модельера. Бесшумный полет арктической совы. Навершие Джабака как символ возвышенности северной души. Образы тонко дополняет ювелирная коллекция компании Симех. В коллекции Arctic Fashion легкие и струящиеся образы, вдохновленные якутским костюмом. Перед вами коллекции Arctic Fashion и грани Арктики от Варвары Филипповой. Работы Варвары Филипповой являются отражением красоты якутской души и величия якутской природы.
Варвара была моей подругой, и во многом то, что я здесь, обусловлено нашей дружбой. Варя была такой человек, она очень умела собирать вокруг себя людей. И в подготовке к этому показу задействованы все ее друзья. Здесь будут и сюрпризы, здесь будут подруги в качестве модели. Я выступаю стилистом показа. Ну, то есть все мы, как и при жизни Варвары, собрались вместе, чтобы сделать ее дело, ее проект, который она действительно горела. Вот поэтому этот показ, конечно, он как Варя, он объединяет огромное количество людей. Впервые в Якутии команда состоит из 300 человек. Это очень много. Сегодня в память о нашем руководителе Варваре Филипповой участниками Arctic Fashion Show стали художник-живописец Анна Осипова, художник-визажист Мария Давыдова, руководитель ресторанного бизнеса Ольга Емельянова, исполнительный продюсер НВК «Саха», телеведущая Анна Кириллина. Варвара Филиппова – автор идеи и руководитель проекта Arctic Fashion Show. Благодаря ее стремлению вывести индустрию моды республики на новый уровень, родилось креативное сообщество, создающее условия для поддержки молодых дизайнеров и развития креативной жизни Арктики в целом. Показ Arctic Fashion Show сезона 2020-2021 объявляется закрытым. Всем привет! Меня зовут Варвара Филиппова, я руководитель проекта Arctic Fashion Show. Также я являюсь старшим преподавателем кафедры дизайна Арктического института культуры и искусств, член Союза дизайнеров России, модельер.